15 февраля. Прекрасный день. Нет, не потому что сегодня должно случиться что-то этакое. Он хорош просто потому что есть. Всем привет! В эфире интересная, богатая материалами и знакомствами насыщенная программа «Студия 11». Наша миссия – сделать ваш день ярче. И я уже готова начать. А вы? Если да, то чего же мы ждем? Поехали! Легендарный балет в молодежной интерпретации. «Щелкунчик» Чайковского отгремел в зале гимназии искусств. Северный десант, бойцы студенческих отрядов продолжают дела тимуровцев. Что делать дальше? Порядок действий для тех, кто уже приобрел авоську и термокружку. На днях гимназия искусств при главе Республики Коми погрузилась в атмосферу рождественской сказки. В концертном зале был показан спектакль «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Премьеру в исполнении юных артистов посвятили 130-летию со дня постановки легендарного балета в России. Волшебной историей о приключениях деревянной игрушки вдохновилась Евгения Кладкевич. Канун Рождества. В преддверии волшебного праздника в доме Штальбаумов собрались гости. Пока взрослые увлечены светскими беседами, дети проводят время в компании веселого фокусника Дроссельмейра. Озорной мастер кукол преподносит маленьким гостям долгожданные подарки. В компании заводных красавиц неожиданно оказывается солдатик – Щелкунчик. От деревянной игрушки отказываются все, кроме девочки Маши, главной героини сказочной истории. Первый акт любимого спектакля на музыку Петра Ильича Чайковского ставился учениками гимназии в рекордно короткие сроки – 4 недели. Этого, отмечает балетмейстер Полина Матюшина, мало даже для профессиональных артистов. Идея проекта родилась у девушки летом прошлого года. Сама Полина – уроженка Ухты. Сейчас учится в Питерской консерватории имени Римского-Корсакова. В гимназии искусств у начинающего балетмейстера много знакомых ребят. Желание узнать юных земляков получше вдохновило ее к работе над постановкой. Моя задача была выучить текст, выучить несколько вариантов. То есть не то чтобы вариантов, а вот именно нюансы везде различаются. И затем перенести это на наших детей. И иногда даже вот в ходе репетиции мы что-то чуть-чуть меняли, как раз исходя из возможных вариантов, чтобы наши дети смотрелись наиболее выигрышно. И для меня очень важной составляющей является не только техника классического танца, но и работа над образами, чтобы мы создали настоящую сказку с настоящими персонажами. Впервые участие в балете приняли ученики театрального отделения. Для исполнения мужских ролей требовались мальчики, которых на танцевальном курсе оказалось недостаточно. Поэтому семикласснику Никите Иванову, он сыграл одного из гостей званого вечера, пришлось срочно разучивать балетные па. Очень прикольно смотреть, как хореографы выполняют эти движения. Я же понимаю, что я сам так не смогу, допустим, сесть на шпагат. А актеры там просто, танцуют как-то. Там нет такой большой хореографии. Компанию юным талантам составили и профессиональные артисты. На роль взрослых персонажей были специально приглашены танцоры театра оперы и балета Республики Коми. Атмосферу сказочности на сцене усилили и костюмы героев. Летящие утонченные платья, фраки и парики добавил волшебства и театральный грим. О секретах сценического макияжа нашей съемочной группе удалось узнать в антракте. Сцена очень сильно съедает грим. Нас должно быть видно как с балкона, так и ближнему зрителю, поэтому очень важно иметь качественный, яркий, четкий грим. Сколько по времени у вас занимает нанесение макияжа? На самом деле, натренировавшись, уже быстро, достаточно получаса, 40 минут. Вот так вот, если взглянуть на вашу косметичку, можете сказать, чем вы пользуетесь как артист? Там бардак. На самом деле, для артистов существует, то есть это у нас есть наша обычная косметика, которой мы пользуемся в повседневной жизни, и театральный грим специальный. Для усиления яркости он на масляной основе. Проект, он очень особенный. Он создан для маленьких детей, которые бы впервые столкнулись с классической музыкой и с классической хореографией. Он именно просветительский проект, который поможет детям и узнать и музыку, и хореографию, и впервые прийти на спектакль и насладиться всем тем, что они видят. И не устать от этого.
Из-за сжатых сроков удалось поставить только первый акт балета. Вторую часть истории балетмейстер решила подать в виде мультфильма, который по мотивам сказки Гофмана вышел на телеэкраны в 2005 году. Слияние театра и анимации возникает в момент, когда Маша отправляется спать. Погрузившись в сон, девочка попадает в волшебный мир, где ее ждет встреча с армией Мышиного Короля и ожившим Щелкунчиком. Помимо премьеры запланировано еще 2 показа спектакля. Увидеть новую интерпретацию Щелкунчика в исполнении детей вы можете 27 и 28 февраля. Сегодня, 17 февраля, отмечается День студенческих отрядов. Это праздник труда и молодости. Участники РСО успевают все – и учиться, и работать, и дарить свою энергию людям, которые в этом нуждаются. Совсем недавно из своего путешествия вернулись участники Северного десанта. Эта акция зародилась в Коме в 2017-м и сразу полюбилась многим. Какие районы посетили современные тимуровцы, как помогли людям, узнаем у гостей нашей студии. Елена, Рамазан, здравствуйте, рада вас видеть. С 2017 года. Это, получается, уже 6-й раз акция проходит. 6-й год. 6-й год. А акция проходит уже 9-й раз. У нас бойцы выезжали 9 раз всего. Если говорить об истории, с чего все началось? Началось с выезда 2 отрядов, которые выехали в 2 района. Это было 20 человек всего. А затем появился 3-й и 4-й. В прошлом году у нас открылся наш первый ухтинский отряд. И вот на данный момент у нас 5 отрядов. Рамазан, 4-й раз вы выезжали в этом году. Наверное, заряженный приехали. Очень заряженный. Получил очень много отдачи от местного населения, школьников, бабушек, дедушек, ветеранов. Какие районы посетили? Наш отряд ездил в Троицко-Печорский район, также остальные отряды ездили у нас в Усть-Коломский, Ударский, Ухта и Печора. Очень многие, я думаю, слышали про акцию «Северный десант», потому что она и правда в нашей республике достаточно популярна. Но давайте, может быть, те, кто не знает, вот им напомним, чем вы вообще занимаетесь на таких своих выездах. Акция «Северный десант» заключается в выезде студентов Республики Коми, это Сыктывкар и Ухта, в муниципалитеты на 1 неделю, где они помогают всему населению. Они чистят снег, они проводят мастер-классы в школах, они играют в спортивные игры с местной молодежью, показывают концерты. А вот программа составляется заранее, до выезда еще? Безусловно, да. То есть мы делим свой период на подготовительный и непосредственно сам выезд. И этот весь подготовительный период – это большая работа. И концерты мы ставим, и готовимся к мастер-классам в школе. Елена, сколько человек в этом выезде участвовали и сколько отрядов? В этом выезде мы побили рекорд. У нас выехало 72 человека. Да, это самое большое количество на данный момент, но мы не собираемся останавливаться. А отрядов сколько? 5 отрядов. 5 отрядов, 72 человека. И насколько я знаю, Рамазан, уже несколько лет выезжает отряд работающей молодежи. Вот чем, так скажем, их программа отличается от студенческой? Да, так и есть. Это ветеранский отряд Северного десанта «Верса». Они выезжают не на 7 дней, как мы, а на 3 дня. Но, тем не менее, также они запоминаются жителям и проделывают не меньше работы, чем мы. Свое добро вы отдаете безвозмездно. И так радует, что столько людей присоединяются к этой акции. С каждым годом людей становится все больше. В этом году выезды еще планируются? И если нет, то как можно стать частью течения, например, вот уже сегодня? Вообще мы планируем в межвыездной период брать шефство над организациями, детскими домами, над приютами собак, кошек, и чтобы наши студенты, наши бойцы работали в Сыктывкаре и в Ухте и зимой, и летом, и осенью, и весной. А в этом году, на сегодняшний день, мы не можем сказать о том, что планируется какой-либо еще выезд, но ничего нельзя говорить заранее. Мы точно знаем, что в следующем году, в феврале, примерно в эти же сроки, мы обязательно выедем, и выедут также 5 отрядов. И мы приглашаем всех присоединиться к нашему движению российских студенческих отрядов и стать частью акции «Северный десант». Рамазан, Елена, спасибо большое, что пришли, рассказали, так скажем, о том, чем живете. Делайте добрые дела, мы обязательно их покажем и о них расскажем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.
А теперь советы для тех, кто встал на тропу жизни в стиле эко. У вас уже есть стильная авоська и не менее модная термокружка. Как еще сократить количество мусора? Покупайте столько продуктов, сколько реально можете съесть. По данным Всемирного банка, в России более 28% бытового мусора составляют пищевые отходы. Для сравнения, на бумагу и картон приходится чуть меньше 20. Чтобы рационально использовать продукты и меньше выбрасывать, возьмите за правило составлять меню на неделю. У такого подхода есть бонусы. Во-первых, на еду будет тратиться меньше денег. Во-вторых, не придется каждый день думать, что приготовить вечером. Совет номер 2. Используйте упаковку повторно. Прежде чем взять что-нибудь с магазинной полки, подумайте, получится ли продлить жизнь бутылки или коробки. Допустим, при выборе между продуктом в мягком пластиковом пакете и банке есть смысл взять банку. Она еще способна послужить в хозяйстве. Стеклянные емкости от маринованных огурцов подойдут для домашних заготовок, а в пластиковых ванночках от плавленного сыра удобно замораживать продукты. И, конечно, на носу сезон рассады. Выращиваем их в стаканчиках от йогурта. А вот гвозди можно хранить в кофейной банке. Если есть возможность, задумайтесь о раздельном сборе мусора. Вы не поверите, но практически все, что идет на свалку, можно переработать. А мы идем дальше. Все мы любим вкусно откушать, птицы не исключение. Вот посмотрите, это обыкновенный дубонос лакомится кедровыми орешками. И честно, я слегка возмущена, как такую красивую яркую птичку можно назвать обыкновенной. Вечно можно смотреть на 3 вещи. Как течет вода, горит огонь и необыкновенный дубонос придается трапезе. Если вы, любуясь этим процессом, проголодались, у вас есть время подкрепиться. Студия 11 берет небольшой перерыв. Увидимся через пару мгновений. И снова здравствуйте! Моменты разлуки пролетели незаметно, а у нас уже готова новая порция новостей со знаком «плюс». Давайте же посмотрим, чем будет богата вторая 10-минутка информационно-развлекательной программы «Студия 11». Родительская неосторожность. Как уберечь чадо от травм? Географический диктант. Что вы знаете о Республике Коми? Надеть и не испортить. От каких украшений лучше отказаться? Завтра в Сыктывкаре пройдет гонка звезд. В ней примут участие команды, в каждой из которых по 2 человека – юные и звездные спортсмены. Среди тех, кто выйдет на старт – Василий Рочев-младший, Иван Артеев, Мария Иовлева и многие другие известные лыжники, участники чемпионатов мира и Олимпийских и Паралимпийских игр. Также в столице Коми состоятся массовые забеги «Лыжни России». В субботу на городском катке Северной Олимпии пройдет дворовый чемпионат по хоккею с мячом. На площадке возле региональной спортивной школы по футболу состоится республиканский турнир по футболу на снегу среди министерств и ведомств. А в Эжве на уличном катке возле Эжвинского отделения Северной Олимпии проведут для всех желающих мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что делать, если гиперактивный малыш травмировался в процессе изучения мира. А бывают и такие ситуации, когда родители по незнанию или из-за своей неосторожности причиняют травмы своему хрупкому чаду. Как делать не надо, даже если вы играете, продолжит тему педиатр. Очень неприятно, когда в травме виноват сам родитель. Во-первых, это падение детей с относительной высоты или с достаточно высокого человеческого роста, допустим, с папиной шеи, с кровати, к сожалению, родительской, или с пеленального стола. Иногда бывает, дети падают с колясок. Поэтому вот здесь точно, когда падение происходит с высоты, это обращение должно быть в травмпункт однозначно. Ожидать реакции у детей можно до 2 суток, что я не считаю целесообразным.
Иногда бывает, дети приходят на прием с огромными гематомами на голове, что свидетельствует о стопроцентном повреждении и черепно-мозговой травме, скорее всего, с линейными переломами. Но вот почему-то родители по 2, 3, 4 дня, отрицая факт травмы, сидят дома. Также иногда причиной травм является, когда мы любим крутить своих детей самолетиками, хватая за 2 руки или руку и ногу. И тем самым происходит подвывих в плечевом суставе, в локтевом суставе, когда мы детей можем дернуть за их непослушание или хотим обратить внимание ребенка, да, где-то что-то. Подвывих может вправиться самостоятельно, аккуратненько, с манипуляциями, но иногда это чревато, если справить не так. Или это может привести к тому, что у тебя, ты не до конца вправишь сам, и поэтому болевой синдром сохраняется. Поэтому, как правило, это все равно лучше обращение в травмпункт. Бывает такое понятие привычный подвывих, когда один и тот же сустав вывихивается у одного и того же ребенка несколько раз с какой-то регулярностью, раз в 2 месяца, раз в 3, в 6 месяцев. Это особенность связочного аппарата. Как правило, при возрасте ребенка, когда он растет, связочный аппарат становится более крепким, и подвывихи уже не случаются. А бывает так, что у диспластичных детей уже потом в последующих взрослых подвывихи бывают более длительный период времени. Итак, пятница. Вы, наверное, думаете, чем же заняться в выходные. Вариантов досуга много, но я рекомендую отправиться в Академию госслужбы. Там пройдет уже ставшая традиционной масштабная просветительская акция «Географический диктант Республики Коми». Как много людей хотят проверить свои знания по географии нашего края и как стать участником этого события, нам расскажет исполняющий обязанности ректора Академии Сергей Ткачев. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть. Алена. Вы стоите у истоков проведения географического диктанта Республики Коми. Расскажите нам немного о его истории. Прежде чем это сказать, я хотел бы отметить, что такие региональные диктанты в субъектах Российской Федерации практически не проводятся. Во всяком случае, нам неизвестно, чтобы подобная акция где-то проводилась. В 2020 году, то есть 3 года назад, мы решили, используя методику федерального географического диктанта, обратить внимание жителей нашей республики на то, какова же все-таки богатая природа, культура, ландшафты нашей родной земли. И, используя методику федерального географического диктанта, подготовили пробную такую акцию, назвали ее «Географический диктант Республики Коми». И она прошла очень удачно, вызвала очень большой интерес. Многие люди обращались потом к нам с просьбой продолжать ее. Тогда решили мы сделать ее традиционной, провели такую же акцию на следующий год. И вот планируем сейчас уже в 3-й раз провести географический диктант Республики Коми. Мне кажется, это самое приятное, когда получаешь обратную связь. Вот за 2 года проведения географического диктанта как много людей приняли участие? Например, в 2020 и в 2021. Динамика положительная, растет количество участников? Безусловно, динамика положительная, это очень радует. Мы вообще не ожидали, что эта акция вызовет такой интерес. Если в первый год около 1000 человек уже стали участниками диктанта, то на следующий год их было уже более 1400. В этом году ожидается еще большее число участников, потому что на сегодняшний день у нас зарегистрировано уже более 50 площадок в разных городах Республики Коми, естественно, в районах. То есть не только можно прийти в Академию госслужбы и проверить свои знания. Это можно сделать и в любом удобном, так скажем, пункте. Да, формат диктанта, он очень разносторонний. Можно принять участие на площадках, которые зарегистрировались и очно проводят этот диктант. Кроме того, конечно, у участников есть возможность пройти его онлайн. Для того, чтобы это сделать, необходимо пройти по сайту диктанта, и там есть соответствующие инструкции, рекомендации. А как вообще, что из себя представляет географический диктант? То есть это будет бланк с вопросами или кто-то будет диктовать вопросы? Диктант есть диктант, поэтому, конечно, вопросы будут продиктовываться. У нас предусмотрено 30 вопросов. Они разбиты на 2 группы. В этом году мы решили сделать таким образом, чтобы не группировать более простые вопросы в первую группу, а более сложные во вторую, а перемешать их своеобразным образом для того, чтобы у каждого участника была возможность проверить свои знания и не опираться на логику того, что где-то вопрос легче, где-то сложнее. Я знаю, что в этом году жители республики и вообще все те, кто заинтересован именно в проведении географического диктанта, могли и свои вопросы
вопросы отправить вам для того, чтобы вы их, так скажем, включили в географический диктант? Да, это действительно так. Мы объявляли осенью конкурс на лучший вопрос. И на удивление в нем приняло участие не так уж мало человек. Нам поступило около 30 вопросов. Это можно было уже сформировать планы. Да, уже фактически, целый. да, второй, получается, диктант. Из этих 30 мы отобрали 5 вопросов, которые включили вот как раз в состав диктанта. И, конечно, участники, которые прислали эти вопросы, они будут отмечены нашими призами. И их имена будут фигурировать на слайдах с вопросами, которые они прислали. К сожалению, многие из тех, кто, конечно, хотел бы поучаствовать в конкурсе и прислал вопросы, воспользовались, например, информацией из федерального географического диктанта, прислали вопросы оттуда, или вопросы, были не совсем корректные. Вот. Мы, конечно, с каждым из них свяжемся, объясним ситуацию, но в любом случае у нас есть 5 победителей, это действительно достойные, интересные вопросы. Мы в этом не сомневаемся, уже завтра диктант стартует. Вот в Сыктывкаре он где будет проходить и как узнать о других точках проведения диктанта? В Сыктывкаре диктант будет проходить в Коми Республиканской академии государственной службы управления, как это делается всегда. Участники диктанта получат возможность не только написать диктант, но и ознакомиться с интересными выставками. У нас будут выставки по географическим книгам, очень интересная картографическая выставка, где будут представлены исторические карты Республики Коми. И другие мероприятия, такого развлекательного характера будут проходить непосредственно перед диктантом. Поэтому можно туда прийти. Начало регистрации в 10 часов, начало самого диктанта в 11. Вот с 10 до 11 будут проходить такие просветительские еще дополнительные мероприятия. Кроме того, как я уже сказал, принять участие в диктанте можно будет в разных городах и районах Республики Коми. Для того, чтобы узнать, где находится ближайшая площадка, можно будет зайти на сайт диктанта и узнать необходимую информацию. Список площадок опубликован на сайте. Также, как я уже сказал, диктант можно написать онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктанта. И, соответственно, в 11 часов завтра также можно будет приступить к написанию. Сергей, спасибо вам большое. Надеемся, что людей заинтересованных к вам придет завтра как можно больше. Благодарим. И вы тоже приходите. Конечно. Будем ждать. Спасибо. Стилисты любят сравнивать аксессуары со специями в хорошем блюде. Мол, без них образы рискуют получиться пресными и посредственными. Умение подбирать правильные украшения – настоящая суперсила, ведь именно они могут сделать образ более выразительным, привлекательным и актуальным. А бирюльки, подобранные не к месту, смогут испортить даже самые стильные одеяния. Продолжит тему ювелирный стилист. Какие украшения непозволительно носить никому ни в каком возрасте нашего постсоветского периода? Те, которые печатались на станках и заполоняли наши золотые магазины раньше, еще при Советском Союзе. Они все уже давно вышли из моды. Их, конечно, можно реанимировать, но лучше заменить их на бижутерию, на современную и актуальную. Неактуальная бижутерия добавит вам возраста. Давайте уходить от этого, потому что это нам не нужно ни в каком возрасте, ни в юном, ни в не очень юном. Существуют украшения, трансформеры, которые актуальны сейчас. Это тренд следующего года. Что это такое? Вот смотрите, это украшение. Можно носить вот так. Можно отстегнуть эту часть и носить вот так. Будет у вас чокер. Можно перестегнуть карабинчик и носить вот в таком варианте, как галстук. Можно отстегнуть и носить вот этот чокер. Чем хорош? Вот этой застежкой. Застежка сейчас очень актуальна. И этот маленький элемент покажет всем вокруг, что вы в теме. Вы к миру относитесь современно и адекватно. Вы следите за модой, за тенденциями. Вот такой будет у вас чокер. Но при этом у вас есть еще и браслет. Вот такие украшения, трансформеры, покажут всем остальным, кто на вас смотрит, что вы современный человек, не ушли корнями в прошлое, не задержались там. Точно так же мы с вами носим лариаты. Лариат – это украшение без застежки. Как его носить? Вот очень простой способ. Завязали и забыли. Все. Потом его можно вот таким способом носить.
несколько раз замотав, можно эти кончики вот здесь тоже завязать. Сейчас одной рукой у меня не получится. Нет, получится. Но поверьте, что мы носим именно так, вот таким способом. Украшения без застежки очень удобные. В этом украшении несколько штук сразу. И таким способом мы, опять же, омолаживаем свой бижутерный гардероб. Точно так же работают вот такие длинные цепи. Конкретно эта цепь имеет несколько застежек. То есть вы можете расстегивать и собирать короткие, полудлинные и длинные. Носить в 2 раза, носить как браслет и носить, завязав узлом. Вот здесь. Он еще и биколорный. И очень хорошо видно, что хозяйка этого лариата, этого украшения современный человек. Не ушла корнями в прошлое. Она знает, что такое биколор. А биколор в тренде всегда. Поэтому, девочки, с помощью украшений скидывайте себе возраст. Это важно. А мы продолжаем делиться с вами интересными и актуальными новостями. Вот очередной материал, который точно заслуживает вашего внимания. Сегодня отмечается День спонтанного проявления доброты. И в связи с этим мы решили узнать, какие же добрые дела совершают жители нашего города. Считаете ли вы себя добрым человеком? Думаю, да. Какие добрые дела делали недавно? Помогаю, на постоянной основе в приют корм отношу котам. Встречали ли вы спонтанные проявления доброты в своей жизни? В принципе, ежедневно. Банально коляску также мне помогают соседи по подъезду или просто мужчина может приходить, помочь, вынести. Я думаю, что это доброта. Недавно помог человеку, через дорогу его перевел. На коляске ехал, я его на коляске перевел. Так что добрый человек. Даже бывало такое, что люди на ровном месте друг другу помогают, несмотря на то, что там есть какие-то свои дела или куда-то спешат. Я всегда стараюсь помогать своим друзьям, родным, близким. Также и незнакомым. У меня был такой случай. Как-то в детстве какая-то бабушка, получается, мне незнакомая, приехала в наше село, и ей негде было переночевать. Я попросил родителей, чтобы приютили, получается, и родители приютили. Помогаю на улице, если вижу, что нужна помощь кому-то из прохожих. Стараюсь помочь соседям, хожу, старенькая бабушка. Я и что-нибудь принесу, мусор унесу. Каждый день или через день. Какие добрые поступки совершали недавно? Всякие. Люблю и лелею внуков. Стараюсь по-доброму относиться ко всем окружающим. Гуманитарную помощь оказываю родственникам. Случалось ли вам встречать спонтанные проявления доброты в своей жизни? Конечно. Например? Мужчина заплатил в автобусе за проезд. Конечно. Частенько такое бывает. Очень часто. Даже не поверишь, раз и все случается. Например? Например. Неожиданно тебя раз и пригласили в кино, или тебе подарили билет в театр, в опере и балеты. Мы подошли к концу нашего инфозабега. Такой спорт точно не утомляет. Проведите эти выходные ярко, ни в чем себе не отказывайте и дышите полной грудью. Это была программа «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина. Пока-пока.